В эфире новости, в студии Юлия Великодная. В Якутске дезинфицируют общественные пространства для нераспространения коронавирусной инфекции. Обрабатываются скверы, детские площадки, дворы и остановки. В выходные дни работа проводится в усиленном режиме. Ульяна Шагина понаблюдала за работой дезинфекторов. Если вы заметили в своем дворе человека в костюме космонавта, это значит, на вашей территории проходит дезинфекция. Человек в полном обмундировании тщательно опрыскивает углы на детской площадке, проходит по междомовым тротуарам и улицам. Это работники МУП жилкомсервиса. В выходные у дезинфекторов усиленный режим работы. Сегодня у нас в городе работает 6 бригад, по 4 человека. Охвачен центр, центральный округ, Губинский округ. Сегодня мы обрабатываем тротуары многоквартирных домов, детские площадки, остановочные комплексы и скверы. Дезинфекторы обрабатывают улицы вот из таких вот специальных ранцев, несмотря на то, что они очень легкие, пластмассовые. Сюда входит 15 литров специального средства. Это гипохлорид натрия 5%. Как говорят сами специалисты, он совершенно безвреден как для людей, животных, так и растений, но при этом очень хорошо убивает вирусы. Каждый из таких рюкзаков рассчитан на 4 часа беспрерывной работы, после чего их приходится заправлять. Большие канистры дезинфекторы возят с собой, чтобы не отвлекаться. Работы много. Все согласно графику, на счету каждая минута. Обычно хватает на одну детскую площадку 2 бака. Все тщательно делаем полностью. Все углы, все вот эти вот кабеля, тросики, мусорные баки, лавочки, скамейки, все полностью. Горожане такой обработки только рады. Стараются дезинфекторам не мешать, со дворов убирают машины, уводят детей и животных. По инструкции, после дезинфекции должно пройти 15 минут до полного высыхания дезинфицирующего средства. Я считаю, хорошо. Пускай делают. Раз назначили 2 дня, хотя бы по выходным, пускай делают. Я лично за. Каждая дворовая территория проходит 9 циклов обработки. К примеру, по тротуарам уже отработано 5 из 9 циклов, по детским площадкам 7. Работы продлятся до 15 июня. Далее все будет зависеть от развития эпидобстановки в регионе. Специалисты жилкомсервиса идут навстречу горожанам и по просьбе жильцов могут обработать требуемую территорию. Для горожан она абсолютно бесплатно. Да, действительно, если есть такая необходимость, вы можете обратиться в МУП жилкомсервис, и мы обработаем общественное пространство или иные территории, которые вы сочтете нужными. В выходные приостановится работа и магазинов. Здесь также пройдет дезинфекция. Большие магазины прибегнут к силам дезинфекторов, ну а маленькие своими силами полностью моют свои помещения. В нашем павильоне в постоянном режиме работает рециркулятор, который обеззараживает. Антисептики предоставлены для продавцов, для покупателей. Влажная уборка у нас на самом деле проходит практически каждые полчаса. То есть вы видите состояние нашего павильона, мы предпринимаем все меры. Дезинфекция производится не только в столице. Обработке подвергаются населенные пункты всех муниципальных районов. На эти нужды ГУП ЖКХ совместно с водоканалом выделила более 14 тонн дезинфицирующих средств. Выполнение работ по дезинфекции проводится в соответствии с рекомендациями управления Роспотребнадзора. Данные рекомендации направлены всем муниципальным образованиям. Работа по дезинфекции многоквартирных домов проводится в ежедневном режиме. Это касается поручней, перил, лифтовых хозяйств, домофонов, входной группы, а влажная уборка непосредственно полов стен проводится 2 раза в неделю. Помимо дворовых территорий, работники МУП жилкомсервиса проведут дезинфекцию парка культуры и отдыха в Якутске. Он также в выходные работать не будет. А в ночное время поливочные машины Якутдорстроя обработают еще и улицы. Оперативный штаб республики призывает горожан и гостей столицы в эти выходные соблюдать все ограничения, не покидать свои дома, за исключением крайней необходимости. Ульяна Шагина, Владимир Павлов, Якутск. На территории Якутии установлен особый противопожарный режим распоряжением главы Якутии Айсена Николаева. В связи с сухой, жаркой и ветреной погодой в целях недопущения массового возникновения лесных пожаров с 5 по 30 июня запрещается разведение костров, выжигание сухой травяной растительности, сжигание порубочных и горючих материалов на территории лесного фонда и землях иного назначения. В период действия особого противопожарного режима МЧС, МВД и экологи будут выявлять и привлекать к ответственности лиц, виновных в возникновении природных пожаров.
Инспекторы Хангаласского лесничества назвали теплую зиму причиной массового размножения гусениц сибирского шелкопряда в центральной части Якутии. Первые сообщения о том, что гусеницы объедают деревья, начали поступать в начале недели от жителей Покровска. Вредители были замечены в городском парке. Инспекторы провели проверку, которая выявила на лесных насаждениях большое количество гусениц сибирского шелкопряда размером от 5 сантиметров. В течение недели аналогичные рейдовые проверки прошли и в других населенных пунктах Улуса. По предварительным итогам осмотра на местах большое количество очагов размножения наблюдается в селе Бубнятах, Лоханан, Покровск, Тюхтюр. В остальных населенные пункты еще проверяются. В среднем на одно дерево мы посчитали от 47 до 128, примерно так, штук гусениц. Причиной массового размножения шелкопряда является теплая зима, и в этом году было много снега. В поселке Сангар в Международный день окружающей среды инспекторы по экологическому надзору и детская экологическая организация провели эко-акцию. Субботники проводятся ежегодно, юные экологи охраняют и берегут уникальное место. Только здесь растет редкий в мире цветок змееголовник-эндемик и хамиродос – растение, занесенное в Красную книгу. Юные экологи, наблюдая за этими редкими растениями, ведут научно-исследовательскую деятельность. В этот день провели субботник, как и ежегодно. Он у нас уже вошел в добрую традицию. Совместно со школьниками, именно ДЭНИО, который находится у нас при Сангарской гимназии. Они на нашей сопке нашли произрастающее растение девятисильник, который находится в Красной книге. Он как бы редкий очень. И мы каждый год примерно в это время всегда проводим там субботник, смотрим за ним, как он произрастает, в каком состоянии. Вот. И это радует о том, что даже наши дети, они неравнодушно относятся к нашей природе. На Вилюйской ГЭС приступили к водосбросам. Это обязательная ежегодная процедура. Как правило, ее проводят в конце весны или начале лета. В этот раз затвор каскада, который удерживает воду в хранилище, подняли в начале июня. Подробности у Кристины Кашириной. Кипит, бурлит, брызжет. В Вилюйское водохранилище будто заглянул разгневанный Посейдон. Но посмотри он вокруг, вмиг умилился. По одну сторону плотины все еще лежит снег, по другую на камнях растут одуванчики. Водосбросы в Чернышевском стартовали утром. На малом мосту гидроэлектростанции по этому поводу фотосессия. Зрелище впечатляет даже сотрудников, которые работают тут годами. Молодой электрослесарь Эрдени Салданов так близко подобное видит впервые. То в отпуск уезжал, то в цехе был занят. Когда отсюда смотришь вниз, страшно стоять на мосту. С Мирного приезжают, смотрят. И вот трасса идет, все останавливаются на мосту, всегда смотрят водосброс. 750 тонн воды в секунду падают с высоты 75 метров. Добираются до бетонного трамплина и гасят свою энергию. Процесс водосброса на всех гидроэлектростанциях проходит примерно по одному сценарию. Но вот сами сооружения на каждой местности уникальные. На Вилюйской ГЭС гордятся затвором. Сам вес затвора 553,9 тонн. Длиной он в ширину 40 метров, в высоту 16 метров. А затвор держит два канатных механизма, и поднять его могут максимум на 15 метров. Затворы на Вилюйской ГЭС открывают постепенно, каждые 20-30 минут понемногу. Это делается для того, чтобы от большого потока воды не пострадали люди, которые находятся на берегу внизу по течению. И рыба. Для нее вот такие колебания воды – это лишний стресс. Он повлияет на нерест. Напрашивается вопрос, зачем тогда вообще станции избавляться от воды? Причин несколько. Во-первых, после зимы в хранилище из-за оттаившего снега остается много излишек. Во-вторых, гидроэлектростанция позволяет при необходимости увеличить расход, допустим, для обеспечения судоходных глубин ниже по течению. И, собственно, для этого сегодня на каскаде Вилюйской ГЭС открыт затвор водосброса.
Как долго продлится сброс воды, сказать сложно. Это зависит от гидрологических условий в бассейне Вилюйского водохранилища и навигации на реке Вилюй. Впрочем, хотя бы издалека насладиться искусственным водопадом у проезжающих мимо будет минимум 20 дней. Кристина Каширина, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». В Якутии будет внедрен стандарт по развитию индивидуального жилищного строительства. Наша республика была определена одним из 6 пилотных регионов для апробации комплексного решения по развитию индивидуального жилищного строительства. Комплексное решение – это разработанный на федеральном уровне стандарт деятельности региона в части развития массового индивидуального жилищного строительства. Он сформирован на основе лучших практик, применяемых в стране, и выделяет основные проблемные точки в развитии ИЖС с предоставлением конкретного решения. По информации министра строительства республики Павла Колотчанова, в настоящее время разработана дорожная карта, приоритеты освоения земельных участков, принципы финансирования строительства инженерной инфраструктуры. Также определены наиболее перспективные с точки зрения инфраструктуры земельные участки, включаемые в проект. Исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства республики Кирилл Бычков провел заседание оперативного штаба по восстановлению темпов экономического роста, уровня занятости и доходов населения в период распространения коронавируса. Как отметила министр предпринимательства Ирина Высоких, в условиях ограничительных мер туроператоры не имеют возможности осуществлять деятельность в сезон. Это, по словам министра, создает угрозу для занятости населения и туротрасли в целом. Одним из предложений для решения вопроса – снятие ограничений на межмуниципальное транспортное передвижение для официально зарегистрированных туроператоров при выполнении организованных туров, а также ограничений на деятельность туристических баз и комплексов на территории республики. Совместно с управлением Роспотребнадзора Минтранспорту республики было поручено рассмотреть возможность снятия ограничений при соблюдении строгих санитарно-эпидемиологических правил. Еще одной мерой может стать предоставление грантов на приобретение транспортных средств, разработку новых туристических маршрутов, создание и развитие инфраструктуры. На сегодняшний день имеется 15 готовых проектов предпринимателей, которые готовы к реализации при условии получения финансирования, сообщила Ирина Высоких. Проект «Покорители холода», который стартовал этой зимой в Якутии, оказался в списке победителей конкурса грантовых проектов Русского географического общества 2020 года. Туристический и исследовательский потенциал экспедиции оценили и жюри, и обычные жители страны. Правда, коронавирус внес свою лепту и в дальнейшее развитие этого экстремального проекта. Подробности у Максима Кардозу. Эти съемки были сделаны в январе. 4 блогера и журналиста из Москвы и Петербурга в сопровождении наставников провели почти 2 недели в поисках самых низких температур в Эмиконском и Верхоянском улусах Якутии. Да вообще по кайфу. Райское наслаждение, баунти. Наталья Белякова, участница экспедиции, на такую минусовую авантюру отважилась, не раздумывая. Она называет себя и коллег по проекту охотниками за холодом. И холода увидела и прочувствовала сполна. Правда, отмечает, что главные эмоции от этого путешествия оставил не мороз. Для меня самые яркие эмоции – это были люди, которые нам встречались в течение экспедиции. Это были коренные народы, да, Якутии. Более теплого, такого вовлеченного отношения к экспедиции. Да. Мы за экспедицией следила абсолютно вся республика. Да. То есть дальнобойщики передавали нам температуры, которых они говорят там, вот в Верхоянском районе, вот проехать попробуй. Я такого вовлечения на самом деле очень редко встречается, оно совершенно искренне. Экспедиция в начале года была первой и экспериментальной. Ее главной идеей было привлечь к Якутии и к ее туристическому потенциалу как можно больше внимания. И у создателей проекта действительно получилось. О покорителях холода узнали многие, а главное, у людей по всему миру появился интерес испытать экстрим на себе. Правда, что будет со второй экспедицией в следующем году, пока сказать сложно. Сейчас, конечно, очень осложнилась ситуация с мировой экономикой в связи с коронавирусом. И наша задача достаточно усложнилась теперь и по поиску новых клиентов, и по поиску спонсоров этого проекта. Но мы надеемся, все равно при такой поддержке Русского географического общества, этого гранта, мы получим необходимые результаты и сделаем все от нас ожидаемое.
Победа в номинации «Организация экспедиций и путешествий» от Русского географического общества в новых условиях должна действительно помочь в дальнейшем развитии проекта. И вполне может быть, второй заход по поиску самых низких температур будет даже успешнее, чем дебют. И якутский холод станет мировым брендом. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва, Якутск. Мы следим за развитием событий в республике и за ее пределами. Не переключайтесь.